Здравствуйте, Аван. Ыры гунтельне булдыр, хакла юлдашсем, таванзем, ширнаганзем. Чтобы хороший день был у вас, дорогие подписчики. Вот абрикосы вот экспериментируем. Экспериментируем. Значит, нам говорят, что они погибают из-за того, что зимой подопревает. Подопревает. Когда у нас оттепели бывает, они начинают вот расти. Начинают расти, и корни начинают воду давать, а сверху холодно, и вот умирает растение. Чтобы они не подопревали, говорят, выше надо какие-то вот кто-то на бетонных этих. Я вот, пробуем, посадил на шины. Их у нас очень много валяется здесь от легковых автомобилей. Ну, если пойдет, можно и от грузовых применить. Я ничего не стал обрезать. Плюсы какие вот здесь, думаю. Плюсы, значит, вот здесь тепло будет собираться. Тепло будет собираться летом, что абрикос будет хорошо расти. Минусы какие? Минусы вот муравьи. Они любят, где вот потайные ходы, где вода не течет, и там будут строить, наверное, эти муравейники. Ну, обильное там, увлажнение, что-то там, наверное, можно и от них избавиться, я так думаю. Еще почему вот так, значит, вот теплолюбивые растения около Ашана, Леруа Мерлен, видите, на эти накатки сажают, на бетонные, ну широкие, правда. И вот и потом их укутывают, а корни так. Ну это специально делают, чтобы корни хорошо промерзли, и зимой они не просыпались. Вот тоже вот этот метод пробуем. Абрикос-то говорят, что терпит морозы. Вот из-за того, что корни землей ровно, они начинают просыпаться из-за оттепелей. А так, думаем, корни будут наверху и промерзать будут. Вот специально вот я их пересадил. Это вот в прошлом году покушали, бросили, в этом году взошли они. Вот и вот сорняками, чтобы вода не испарялась. А вот эти вчера я посадил. Они еще видать, ну там земли мало было, вот поэтому они плохо себя чувствуют. Вот здесь две шины, вот эксперимент. А здесь 3 шины. 3 шины, и вот которые лучше будут чувствовать. Здесь северная сторона нашего огорода. Естественное укрытие. Вот здесь торн. Кстати, торн тоже подопревает. Черемуха и вот это бузина. Ну, северный ветер есть все равно. Посмотрим, как они вот перезимуют. Перезимуют ли. И Ну и груши, говорят, вот подопревает из-за того, что вот у меня груша в ведре. Наверное, ведро оно дает все-таки хорошо промерзать к корневой шейке. Не дает корневой шейке, чтобы вода текла. И поэтому не трескается, может быть, снизу груши. Может, просто ведро нужно ставить. Вот. Поэтому пробуем. Думаем, что приучим. Может, даже грецкий орех надо так. Чтобы они позже просыпались. Земля. Ну, здесь-то, конечно, вот черного цвета шины, они весной-то хорошо будут прогреваться. Но самое главное здесь не весна, а зима. Зимой они умирают. Из-за того, что оттепели у нас бывает. Спасибо. Пурниде пидебызык тав ширынныжын. Хитре замаксем жирныжын. Пурде хитре булдыр зиренжем ерзенде. Выржы чарындыр. Пурде таза да сывы пирин салдаксам давранчыр. Пурниде ырызунатпыр. Чудымлох. Всем желаем добра, чтобы воцарился мир, чтобы мы спокойно работали, растили детей, внуков. Всем желаем добра, здоровья, счастья и мирного неба. Спасибо, что смотрите, ставите лайки, подписываетесь.
Всем добра. Пурне де Ира.